Челябинск, мыс Шмидта на машине. К такому испытанию готовятся путешественники с разных концов России. Почему они решили приехать именно в наш регион и в чем особенность данного путешествия, расскажет Ольга Башук. Группа из 3 опытных путешественников начала свой путь в Челябинске. В течение 5 дней, проехав почти 7000 километров на внедорожнике, они приехали в Якутск. Перед членами экспедиции стоит непростая задача, реализацию которой они планировали долгое время. В прошлом году я уже был у вас в Якутии, я ездил в Тикси в одиночку на этом же автомобиле. Возвращаясь обратно, мне встретился мой земляк Алексей Тулупов. У него был маршрут в прошлом году, как раз он пытался доехать до Певека, то есть туда, куда мы едем. Но у него доехать не получилось, и у меня закралась мысль, а почему бы, может быть, в следующем году не съездить туда. Этим летом на слете блогеров Игорь познакомился с известным путешественником Сергеем Саймоном. И они вместе решили реализовать давнюю мечту Игоря и испробовать этот сложный маршрут, который удается далеко не каждому. Это вообще была моя идея, которая жила со мной примерно с 1989 года, потому что я был в Певеке в 1989 году. И я всегда мечтал туда доехать на автомобиле. Вот сейчас эта мечта моя реализуется. Самое главное – понимать, к чему готовиться. В этом плане большая работа была проделана с транспортным средством путешественников. Сделали подвеску, поменяли колеса. Автомобиль тщательно утеплили, поставили автономные подогреватели и увеличили мощность двигателя. Помимо этого было оборудовано и спальное место. Опытный путешественник считает, безопасность – это самое главное в поездке. Очень важно подходить именно с точки зрения утепления автомобиля, то есть чтобы было тепло, его автономности длительной, да, то есть если вдруг придется где-то остаться автономно, запас хода, то есть топлива, это должно быть увеличенный запас топлива, ну и его проходимость чуть больше, там увеличенные колеса, потому что не всегда, опять же, разная структура снега, разные дороги, где-то можно проехать, где-то нет. За время экспедиции планируется отснять и смонтировать порядка 10 видеороликов о том, как можно добраться на машине до таких отдаленных мест. У меня есть с собой камера, которая постоянно греется вот тут вот на пузе у меня, чтобы она не замерзла, да. Есть запасная камера, экшн-камера, есть квадрокоптер, даже 2 на тот случай, если вдруг мы один потеряем, потому что техника бывает ломается, замерзает и улетает. И моя задача постоянно снимать. И если даже мы где-нибудь застрянем, то я не буду брать в руки лопату, я буду брать в руки камеру, выходить, снимать. Все это делается не просто так. Главная цель экспедиции не только добраться до труднодоступных мест, но и показать, что в нашем регионе не только можно, но и нужно заниматься туризмом. Я оцениваю потенциал Якутии раскрыт на 5%. 95% это непаханное поле. И здесь могут местные жители приложить немного усилий и зарабатывать всю жизнь. Это очень перспективное направление, и люди будут сюда ездить. Просто всех сдерживает пока транспортная инфраструктура и дороговизна перелетов, особенно в летний период. Но мы своим примером доказали, что сюда можно приехать спокойно на машине. Спокойно. Можно приехать на любой машине. Уже через несколько дней путешественники отправляются в путь из Якутска. Следующая точка маршрута – Аймекон, затем Зырянка, Черский, Певек. Ну а дальше самое сложное – Полярный и мыс Шмидта. Экспедиция планирует вернуться через месяц и рассказать обо всем, что встретилось на их пути. Ольга Башук, Григорий Охлопков, Якутск.